рамках 8-го конгресса с международным участием экологии и здоровья человека на Севере прошла целая череда мероприятий, посвященных развитию здравоохранения нашей республики. Врач сегодня не только специалист-профессионал, он настоящий солдат на фронте борьбы за здоровую, долголетнюю, творческую, наполненную жизнь. Он активный борец за мир. Его по праву можно считать одной из ведущих фигур в современном обществе. Удивительно, насколько актуальны слова одного из самых известных и талантливых советских хирургов Бориса Васильевича Петровского, сказанные по меньшей мере полвека назад. На многих площадках столицы республики в течение недели продолжались мероприятия, вошедшие в программу 8-го Международного конгресса «Экология и здоровье человека на Севере». Нереально было охватить все, но мы приложили все усилия, чтобы показать хотя бы основные. Разумеется, связующей нитью через все мероприятия прошел первый республиканский съезд врачей, который обозначил новые векторы развития здравоохранения. Но давайте вернемся к первому дню. Параллельно с открытием пленарного заседания Конгресса утро 14 ноября ознаменовалось проведением научно-практической конференции эндокринологов республики, посвященной 60-летию службы. В 1957 году был открыт первый противозобный кабинет, единственный кабинет, специализированный, а сегодня мы расширились до полноценной эндокринологической службы. И у нас эндокринологи представлены практически во всех улусах республики, и есть эндокринологи в каждой поликлинике города Якутска. Мы оказываем квалифицированную, первичную, специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с эндокринной патологией. Сегодня у нас очень много гостей. У нас лектора приехали из 3 столиц, из города Москвы, из города Санкт-Петербурга, из Казани. У нас представлен Дальневосточный федеральный округ. Есть лектора из города Красноярска, из Владивостока, из Благовещенска. Это все наши очень хорошие друзья, заведующие кафедрами, доктора наук, профессора, одни из ведущих эндокринологов России. Поэтому мы очень рады, что у нас такой очень высокий уровень получился на юбилейную конференцию. Я в Якутске не первый раз. Несколько раз уже здесь был. Я с большим удовольствием всегда приезжаю сюда, потому что здесь очень интересные люди, очень интересная природа и очень интересны наши коллеги. Мне очень интересно общаться с ними, потому что уровень их подготовки, уровень развития службы эндокринологической очень высок. Мне хочется это подчеркнуть. Что нового сегодня в эндокринологии? Эндокринология как наука очень, да и как практика очень бурно развивается. Пожалуй, одна из наиболее развивающихся таких отраслей медицины. Хотя бы даже та же диабетология. Если несколько лет назад у нас были инсулины генно-инженерные человеческие, а до этого были инсулины свиные, которые прямо вот на наших глазах идет развитие вот этой вот возможности лечения пациентов с сахарным диабетом. Тем более сейчас появились аналоговые инсулины, которые больше помогают нам в лечении. Это все на наших глазах, и мы видим это все, и можем это все использовать в своей клинической практике. Появляется новый таблетированный препарат для лечения сахарного диабета. Почти каждый год появляются новые результаты исследований, которые помогают нам внедрять, помогают нам и учитывая их, оказывать помощь пациентам, в том числе с сахарным диабетом. Что бы вы пожелали нашим? Да, мне очень приятно, кстати, поздравить эндокринологическую службу Республики Саха-Якутия с 60-летием. Это очень, казалось, и большой, и маленький отрезок времени, но очень много сделано службой, и мы это видим как соседи, и нам очень приятно сказать, что эндокринологическая служба Республики Саха-Якутия одна из самых лучших у нас в Российской Федерации. Якутская эндокринология идет в ногу со временем, потому что все новые технологии, которые есть, не побоюсь этого слова, не только в России, но и в мире, они там с опозданием на год, может быть, тоже внедряются на почве вашего здравоохранения. Это видно, я это вижу из года в год, то есть уже стали ставить инсулиновые помпы. Это последнее слово в лечении диабета 1 типа. И понятно, что есть все абсолютно
технологии, которые применяются при диабете второго типа. Ну и жить, конечно, при плотности населения 0,3 человека на квадратный километр и работать в этих условиях очень, наверное, тяжело. Даже мне, вот как человек, который живет в плотно населенном городе, очень трудно себе представить, какие тяжелые условия просто для того, чтобы встретиться с больным, с ним поговорить, а тем более его контролировать. То есть это вызывает огромное уважение. В этот день большой группе врачей-эндокринологов были вручены государственные и ведомственные награды. На юбилейную конференцию эндокринологи пригласили всех своих ветеранов, тепло поздравили и вручили на память настоящие произведения искусства. Эксклюзивный сувенир. Интересный факт. Дизайн его был разработан совместно фирмой «Керге» и заведующей эндокринологическим диспансером Якутской городской клинической больницы Софьей Семеновой. Вызывает искреннее уважение то, с каким вниманием и заботой вы относитесь к своим ветеранам, сказала, обращаясь к коллегам, профессор Фарида Валеева. Сегодня вторая очень такая хорошая дата – это 60 лет медицинскому высшему образованию Якутии. Поэтому я от всей души поздравляю свой дорогой альма-матер, медицинский институт, с таким славным юбилеем и желаю всем нашим преподавателям дальнейшего процветания, успехов и здоровья. Знаменательно, что в рамках Конгресса было отмечено сразу несколько юбилейных дат. 60-летие эндокринологической службы, 60-летие высшего медицинского образования, 25-летие профпатологической службе, 65 лет исполнилось травматологической службе республики. 15 ноября травматологи провели научно-практическую конференцию, посвященную истории травматологии Якутии. С докладом о травматологической службе Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи рассказал участникам конференции главный врач больницы Борис Андреев. Это травма-центры Республики Саха-Якутия, травма-центр первого уровня взрослый у нас, первого уровня детский в Национальном центре медицины и травма-центр второго уровня. Это Мирнинская ЦРБ, население 71 186 человек. Нюрбинская ЦРБ, травма-центр второго уровня 68 258, травма-центр второго уровня Ниренгринская ЦРБ 64 643 человека обслуживает, Мегано-Кангаласская травма-центр второго уровня 72 782 и Алданская ЦРБ 41 038 человек. Итого мы охватили все население республики Саха-Якутия, конечно, кроме арктической и северных наших районов, охват 71,5%. Об истории травматологической службы республики. Главный внештатный травматолог Минздрава республики, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Анатолий Комиссаров. Собственно, научную практическую часть конференции открыл профессор Анатолий Пальшин, рассказав об оказании помощи пациентам при сочетанных и множественных травмах. А о маршрутизации таких пациентов директор Республиканского травмоцентра Гаврил Собакин. Травматологи делились в этот день опытом работы, обсуждали наболевшие вопросы. Равнодушных не было. По примеру Российской Федерации создана была сеть травмоцентров, куда входит, разделена на первый, второй, третий уровни. Третий уровень – это у нас районные больницы, обычные ЦРБ. Второго уровня – это районные больницы, на базе которых открыты травматологические отделения. И созданы травмоцентры, требующие всем этим по кадрам, по оборудованию, по подготовке кадров,
И во главе них были открыты 2 травмоцентра первого уровня. Это травмоцентр первого уровня для оказания помощи взрослому населению в нашей больнице, РБ номер 2, Центр экстренной медицинской помощи. И для оказания медицинской помощи детям, это в Национальном центре медицины РБ номер 1. Второго уровня были открыты в 2014 году, в декабре. Это прошло 3 года. Потом с подготовкой, с оснащением травмоцентр первого уровня был открыт в 2015 году. Проводим постоянный мониторинг результатов нашей работы. Основная цель открытия травмоцентров по всей Российской Федерации по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина была направлена на снижение смертности пострадавших от дорожно-транспортных происшествий. Сегодня мы видели непосредственные цифры, результаты нашего мониторинга, снижение смертности от ДТП. И с открытием травмоцентров в 2014 году у нас летальность от ДТП в республике была 140 человек. С открытием травмоцентров в 2015 году уже уменьшилось до 102, если не ошибаюсь. В 2016 году 99 умерших от дорожно-транспортных происшествий. В этом году за 9 месяцев 83. То есть мы уже на деле, на цифрах, на результатах видим, что есть результаты работы травмоцентра. Якутяне, учитывая наше расстояние, ощутили на себе и оценили пользу создания травмопунктов в районах. Чем ближе медицинская помощь, тем лучше для пострадавшего. Мы находимся на распутье вот этих федеральных дорог. Получается, поток проезжающих, ну, не все проезжающие, конечно, а те, которые нуждаются в оказании помощи. Ну, получается, что у нас лечится не только в этих приписанных районах, но и весь контингент, который попадает к нам. Новые технологии осваиваем. Например, 2 года у нас артроскопическая хирургия начала работать, да, по новой технологии. Так, года 20 лет тому назад, это уже, видимо, прошло. Впервые мы начали применять технологии применения металлостеосинтеза по методику Матис Азив в Швейцарии. Прошли все обучения наши ребята, 4 травматолога, город Давос. И технологии нам дали после этого. Сертификационный курс прошли. Ну и начали осваивать по этой методике, оперировать наших больных, пострадавших. На любом медицинском форуме большой интерес вызывает выступление наших комбустиологов. На конференции травматологов профессор Рева Алексеев рассказал о технологии оказания помощи при холодовой травме, а заведующая ожоговым отделением Республиканской больницы номер 2 Светлана Семенова об истории развития медицинской помощи пациентам с термическими травмами. Наше отделение основано в 1993 году. Первым заведующим и основателем нашей службы был Василий Васильевич Божидонов, наш почитаемый, и мы все его помним и любим как гениального врача, ученого и просто очень мудрого и доброго человека. Наша бессменный наставник Галина Николаевна Никулина, сегодня она находится непосредственно рядом с пациентами. Вот сейчас идет исторический для нас данный момент. У нас сегодня идет впервые в истории нашего отделения аутологичный забор материала для клеточных технологий, для культивирования аутологичных клеток фибробластов в рамках научного исследования. Зная, что комбустиолог Светлана Семенова на днях вернулась с форума комбустиологов России, я не могла не спросить ее об этом событии. Если сравнивать нашу работу с коллегами с ожоговым центром России, то, в принципе, у нас результаты работы очень неплохие. У нас ниже уровень смертности, короче длительность лечения пациентов. Есть большой наработан опыт лечения пациентов с обширными термическими химическими ожогами.
И также, конечно же, огромный опыт имеется в плане лечения детей с тяжелыми ожогами. Но кроме того, на сегодняшний день мы уделяем огромное внимание лечению пациентов, пострадавших с холодовой травмой. На нашей базе организован пока на методической основе первый в России центр холодовой травмы. Мы разработали приказ, по которому сегодня наше отделение, специалисты нашего отделения будут помогать лечить и мониторировать и собирать статистические данные по холодовой травме в республике в целом. Это делается впервые в Российской Федерации. Мы ездили на 5-й Всероссийский съезд комбустиологов России. Это же также был международный конгресс, научный форум, где приняли участие порядка 400 специалистов. Ну, что касается меня, наверное, меня заразили мои старшие коллеги-наставники. Я заступила на работу операционной медсестрой, когда училась в медицинском институте под началом Михаила Ивановича Тетерина. Непосредственно моим начальником также была Никулина Галина Николаевна. И своим любовью профессии, вот такой вот, действительно, они врачи с большой буквы. И не только они, и все мои другие старшие коллеги-наставники, вот они как-то меня очень заразили этой профессией. Ну, а потом, когда уже я уже получила как бы диплом врача, я задумалась, что мне больше интереснее. И мне показалось, что вот лично мне больше интереснее работать с ранами, видеть эти процессы заживления, назначать массу препаратов и, самое главное, помогать пациентам, тяжелым пациентам. И, конечно же, вот больше всего своим энтузиазмом меня заразил Василий Ильич Божедунов. Нелегким делом, детскими травмами занимается и травматолог Роман Павлов. Детское отделение травматологии и ортопедии создано в 1998 году. Именно травматологических больных экстренных мы начали в 1999 году с 1 апреля. Отделение у нас на 30 коек. Работаем на всю республику, то есть это и экстренная помощь, и ортопедическая помощь детям и подросткам. Особенности детской службы, конечно, это дети, маленькие дети, они обычно, особенно в состоянии аффекта, там, в состоянии после получения травмы, конечно, они есть свои особенности в том плане, то, что они не могут локализовать боль, сказать, где болит, как болит, что болит. Ну, маленький ребенок, он просто плачет, когда трогаешь, плачет, и иной раз приходится на уровне интуиции даже догадываться, где какие снимки делать, и догадываться, какая травма получена у ребенка. Как и следовало ожидать, интерес участников конференции вызвали школа-семинар современной технологии в травматологии и мастер-класс ведущих травматологов республики с видеотрансляцией из операционного зала больницы, где шла очень востребованная в нашей республике операция на коленном суставе с использованием артроскопической техники и эндопротезирование локтевого сустава. Третий день Конгресса экологии и здоровья человека на Севере работал на 4 площадках. В клинике медицинского института шло занятие школы для практикующих врачей-неврологов. В залах республиканской больницы номер 2 правпатологи говорили о проблемах профессиональных патологий. Врачей разных специальностей собрала научно-практическая конференция «Стратегия борьбы с антибиотикорезистентностью». В бизнес-центре собрались на международную научно-практическую конференцию организаторы здравоохранения. Наша конференция посвящена была самой актуальной проблеме нашего здравоохранения на сегодняшний день – пациентоориентированности. Приехали все главные врачи со всех 34 улусов нашей республики, были главные врачи медицинской организации города Якутска и делились опытом, новыми технологиями управленческими, как решить важную проблему нашего здравоохранения. Мы провели в рамках данных мероприятий отдельное мероприятие для междисциплинарную актуальные проблемы врачебной практики, где обсудили статистику, проблему статистики, кодирование диагнозов, обсудили проблемы пульмонологические, основы конфликтологии, психологи участвовали и инфекционные проблемы.
Далее, также в рамках дискуссионной площадки «Эффективное здравоохранение» мы провели сессию в медиацентре на тему «Первые шаги аккредитации и непрерывное медицинское образование». Тоже на слуху. Да, ну потому что мы впервые проходим первичную аккредитацию, прошли мы его очень с хорошими результатами, что говорит о том, что качество медицинского образования нисколько не хуже, чем в других регионах, даже лучше, потому что мы смотрели в сравнении цифры. Есть, конечно, проблемы, которые мы должны решить, но мы его решим сообща. Медицинский институт, профессиональное сообщество, ну и, конечно же, Министерство здравоохранения нашей республики.